Это люди, которые отдавали долг своей стране, своей родине, чем славили свою республику. Он сделал все возможное, чтобы помочь нашей стране, внес свою долю в победу нашей страны. Воевали они все там храбро, отчаянно. Наше детство было счастливым, потому что он отправился в войну 25 лет. Немеркнувшие страницы героизма и самоотверженности вписали в славную летопись Великой Отечественной войны сыны и дочери ингушского народа. Они своим непосредственным участием в вооруженной борьбе на фронтах внесли достойный вклад в достижение Великой Победы. С первых же дней войны большая часть ингушей, как и представители других национальностей, стремились с оружием в руках принять участие в битве с агрессором. Одним горячим стремлением выполнить свой интернациональный долг – отстоять свою землю от гитлеровских захватчиков и помочь героической армии разгромить врага, наполнены были сердца свободолюбивых горцев-ингушей. И они выполнили свой долг. Ингуши очень много сделали для победы в Великой Отечественной войне. Вели себя исключительно мужественно. Проявили себя как храбрые воины и защитники Отечества. В истории ингушского народа всегда были, есть и будут имена, которыми мы будем гордиться, чтить и помнить. Сколько наших солдат полегло на полях сражений, защищая свою родину от гитлеровской Германии. Точную цифру едва ли кто-то озвучит. Сколько матерей, жен и детей так и не дождались возвращения своих сыновей, мужей и отцов. Сколько горя перенесли сердца родных в момент получения похоронок с фронтов. Война не щадила никого. 72 года, как закончилась война. Много собрано материала, в частности, в нашем музее. Но материалы на участников Великой Отечественной войны с каждым годом, ближе к 9 мая, поступают и поступают. Великая Отечественная покалечила немало судеб, оставив многих без родных и близких. И порой единственной весточкой могла быть учетная запись или черно-белое фото, которое являлось связью с пропавшим без вести солдатом. На этой фотографии запечатлен Яндиев Джабраил Ибрагимович. Судьба этого человека тоже интересна. Опять же, это все нам говорит база данных. Он был младшим лейтенантом. По форме видно, что вот он действительно был младшим лейтенантом, потому что и форма, и выправка выдает все, что это уже офицер. Дело в том, что его сын уже после войны, будучи на рынке в Владикавказе, его остановил один русский и сказал: «Как твоя фамилия? Чей ты сын?» После того, как он сказал, что я Яндиев, он переспросил: «Ты не Джабраила сын? Потому что ты очень сильно на него похож». А он говорит, что у меня не было данных на своего отца, не было фотографий, потому что я был еще маленький, и вот фотографии не сохранилось. И этот русский со слезами на глазах рассказал, что его отец погиб, и что он служил вместе с ним, и что у него есть фотографии. И вот так в семью попала вот эта фотография, где Джабраил Яндиев изображен в кругу своих однополчан. И вот здесь вот он стоит, и прям вот видно, какой он бравый, гордый офицер, и сила, и доблесть в нем прям фотографии видно. Благодаря этой фотографии семья Яндиевых, получивших в 1942 году извещение с формулировкой «пропал без вести», узнали, что Джабраил Ибрагимович Яндиев сражался с противником еще 3 года и погиб лишь в 1945 году, защищая свою родину, дослужившись до звания младшего лейтенанта. Хотелось бы вспомнить некоторых людей, которых до сих пор не были учтены ни в списках погибших в базе данных Ингушетии. Их имен не было в нашей базе. И спасибо тем, кто помнит о своих родственниках, ищут, пытаются найти.
Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории страны и ее народов. С первых дней ингуши приняли в ней самое активное участие. Уходили на фронт добровольцами, уходили по несколько человек из семей, просились на фронт от мала до велика. Воевали и, не страша смерти, спасали других, рискуя своими жизнями. «У нас все были отважными воинами и не боялись ничего», рассказывает сын участника Великой Отечественной войны, инвалида войны второй группы Руслан Чапанов, всем известный мастер спорта по боксу, заслуженный тренер России. Братья Чапановы почти одновременно ушли на фронт. Кто-то отдал свою жизнь за светлое будущее своей родины, а кто-то, рискуя своей жизнью, остался инвалидом на всю жизнь. Он спас 23 солдат. Его там в то время наградили. Потом он ходил в атаку. Он их спас, вот тут написано. Он дал и показал мужество, рискуя своей жизнью. Он вытащил этих 23 солдат, тяжело раненых, тоже раненых. И под пулями, он сам это рассказывал. И этих ребят, а вы представляете, 23 человека вытащить, это не так легко. И тем не менее он делал все возможное, чтобы ребята оказались, я имею в виду, на этой стороне жизни. Фотография 40-го года, где изображен его молодой отец, который ушел в армию, в ряды советской армии в 1938 году. Служил он в Приморске, это граница с Японией. И до начала Великой Отечественной войны большие боестолкновения случались и с Японией. И в этих боях участвовал Чапанов Эдельгерей Банхоевич. Он 1917 года рождения. Чапанов Эдельгерей Банхаевич, отслужив в армии, сразу же попал на боевые сражения Великой Отечественной войны. Воевал с немецкими захватчиками. В августе 1943 года участвовал в Курской битве, где и был тяжело ранен. Село там есть Рыбки. Это недалеко от Курской битвы. Собственно говоря, одна из самых трудных боев, это место было Курская битва. Если Московская битва была примером героизма и самоотверженности, когда отступать уже действительно было некуда, а Сталинградская битва заставила Берлин впервые погрузиться в траурные тона, то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. Больше ни одного клочка родной земли отдано врагу не будет. Не зря все историки, как гражданские, так и военные, сходятся в едином мнении. Битва на Курской дуге окончательно предопределила исход Великой Отечественной, а вместе с ней и исход Второй мировой войны. Не поддается сомнению и то, что значение Курской битвы было правильно понято всем мировым сообществом. Можно сказать, что Курская битва кратко характеризовала новый виток в распределении сил на Восточном фронте. Вермахту нужна была победа, нужно было новое наступление, и оно было запланировано на Курском направлении. Немецкое наступление носило кодовое наименование – «Операция Цитадель». Планировалось нанести 2 удара по Курску из Орла и Харькова, окружить советские части, разгромить их и устремиться в дальнейшее наступление на юг. Характерно, что немецкие генералы все еще продолжали планировать разгром и окружение советских частей, хотя еще совсем недавно сами попали в окружение под полный разгром под Сталинградом. Немцы собрали для наступления огромные силы. Около 900 тысяч солдат, более 2000 танков, 10 тысяч орудий и 2000 самолетов. Однако ситуация первых дней войны уже была невозможна. Ни численного, ни технического, а главного, ни стратегического преимущества вермахт не имел. С советской стороны в Курскую битву готовы были вступить более 1 миллиона солдат, 2000 самолетов, почти 19 тысяч орудий и около 2000 танков. И что важнее всего, стратегическое и психологическое превосходство советской армии уже не подлежало сомнению. План противодействия вермахту был прост и в то же время совершенно гениален. Предполагалось обескровить немецкую армию в тяжелых оборонительных боях, а затем начать контрнаступление. План сработал блестяще, как показала сама Курская битва. За эти бои он получил орден Красного Знамени. В дальнейшем у него есть орден за боевые заслуги. К сожалению, документы на то, что он воевал, его наградные листы, все это сгорело в 1992 году в пригородном районе. Но эта фотография сохранилась. Доблести и отваге Эдельгерея Банхаевича можно было только позавидовать. На протяжении всей Великой Отечественной войны изо дня в день он уничтожал противника, не щадя себя. Как рассказывает сын героя Руслан, отец его унаследовал все эти качества от деда Бонхо Чапанова, кадрового офицера и бесстрашного воина, который погиб во времена гражданской войны. Сыновья Бонхо, последовав примеру отца, отдали свои жизни на полях сражений.
Чапанов Мухтар, самый младший из сыновей, добровольцем ушел на фронт, воевал в Крыму. Погиб 13 июня 1942 года. Позже, уже после окончания войны, средний брат Эдельгерей перезахоронил останки своего младшего брата у себя на родине. И это еще не все. Служил у нас очень хорошо и прекрасно служил Богдан. Это старший брат. Старший брат. Я имею в виду из 3 вот этих братьев. Ну, прошел тоже, говорится, он работал, служил в НКВД, вот, сопровождал там поезда, там прочие дела. Тоже был и награжден, вот, показывал хорошую службу. Письмо с фронта Чапанова Эдельгерея брату Чапанову Магомеду. Добрый день, дорогой брат Магомед. В первых строчках сообщает тебе, что у меня все хорошо, я жив, здоров. И о том, что мы идем в бой бить врага не на жизнь, а на смерть. Хочу передать огромный салам-маршал всем родным и близким, а также друзьям. Магомед, крепко жму твою руку, твой брат Эдельгерей. Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы огромной силы. В пропавших порохом строках дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца и вера в победу. Братья Чапановы периодически присылали письма с фронта. В каждом новом письме братья по-своему описывали дни войны. С госпиталя Мухтар младший писал, прям с госпиталя писал письма там. Собственно говоря, мы за него переживаем, болеем, допустим, да, но имеется в виду мать Товбик, она переживала за него там. Он присылал письма, говорил о том, что сделал все возможное, ну, о том, что он тяжело себя чувствует, получив ранение. Потом он умер. Также писал мой отец. Стоит отметить, что во все времена ингуши доблестно сражались за землю своих отцов. Шли до конца, были настоящими воинами. Жуков дал очень высокую оценку за чеченцев и ингушей. Собственно говоря, у меня есть вот его высказывание, этого Жукова. И мне было приятно это слышать. А я говорю, о чем же, да, фокус там, я имею в виду такой высокой оценки. Они, шли, гозат. Но в переводе на русский язык это были смертники. Ну, а смертники, мы знаем, они немножко по-другому воюют. Вот, я имею в виду, не цепляются за эту жизнь, они показали высокую дисциплину, хорошо воевали. Еще одно фото, еще одна жизнь и еще одна история, о которой известно не так много, но которую мы должны знать и помнить. Ведь на фото не просто анфас молодого парня в погонах, а образ защитника Отечества, того солдата, что не раздумывая ушел на фронт воевать ради нашего светлого будущего. Албагачиева Юсупа Исмурдиевича, 1924 года рождения. То есть на фронт он попал совсем молодым. Со слов родственников, которые совсем недавно передали это фото в архив Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, нам известно, что до войны Юсуп учился в военном училище в городе Владикавказ, а с началом Великой Отечественной, не раздумывая, отправился на фронт, так как считал это своим долгом. В 1944 году в Перми он был ранен и уже нашел своих родственников в Казахстане, куда он после ранения приехал, и он умер в 1946 году. Он не был женат, у него не осталось потомков, но родственники помнили, все это время берегли и сохранили вот эту фотографию, где запечатлен молодой человек, и мы тоже будем хранить память об этом человеке. Война коснулась и города Ростова-на-Дону, который был оккупирован врагом и вернул себе свободу в феврале 1943 года. Оккупированный город будто ждал чего-то в грозном молчании, которое нарушалось лишь ревом самолетных двигателей. После Сталинградской битвы гитлеровцы понимали, что им грозит еще одно окружение, возможно, более опасное и серьезное. Поэтому им необходимо было удержать Ростов, ворота Кавказа, во что бы то ни стало. С помощью этого они надеялись вернуть себе былую стратегическую инициативу. Немцы собрали в городе 4 отлично вооруженные дивизии, построили систему опорных пунктов и к тому же находились на высоком берегу, что давало им некое преимущество. Несомненно, у них было преимущество, но у советской армии было гораздо нечто большее, а именно вера в победу. Также верил и сражался за родину и Хаутиев Арцхо Албастович. Под Ростовом, это, на Санбекских этих высотах,
когда бои были. Это было первое контрнаступление вообще в истории на юге, в истории этой Великой Отечественной войны. Тяжелые бои были в районе Таганрога. Про эти боевые действия рассказывал. Рассказывал, как в одной из военных операций они отбросили и преследовали фашистов 50-60 километров, не останавливая. Вот эти эпизоды так он рассказывал. В истории Великой Отечественной войны было множество по-настоящему героических моментов и битв. Освобождение Ростова стало первой значительной победой Красной Армии в начальный период войны. У Ростова-на-Дону нелегкая военная судьба. Ростов в планах фашистского командования был стратегической целью. Четырежды Донская столица становилась ареной ожесточенных боев. Дважды город был оккупирован немецкими войсками. Десятки тысяч ростовчан ушли на фронт в действующую армию. Очень, говорят, были кровопролитные бои. У нас вооружение советской армии тогда было не ахти какое, а военная машина фашистской Германии, вы сами знаете, покорили всю Европу и уже были на нашей территории. Они просто-напросто вживую, в рукопашную ходили в атаку. Приводили под танки, бросались и подрывали эти танки. Вот такие вот моменты были. Немецкие войска занимали Ростов-на-Дону дважды – осенью 1941 года и летом 1942. Освобождение Ростова стало первой значительной победой Красной Армии в начальный период войны. В бою он был сначала ранен, был представлен к ордену Красного Знамени, а затем, когда они совершали в составе 13-го отдельного стрелкового бригады 56-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ремезова. Хаутиев Арцхо Албастович родился 18 февраля 1917 года в пригородном районе Северо-Осетинской автономной Советской Социалистической Республики. Отец Албаст Хаутиев был старший лесничий. У Арцхо было 4 брата и 3 сестры. Несмотря на тяжелое время, отец дал образование всем детям. В 14 лет он уже закончил педагогический техникум в городе Орджоникидзе, сейчас Владикавказ. И после этого был направлен на Сыркорскую школу номер 1. После окончания техникума молодого преподавателя Арцхо Албастовича направили работать учителем начальных классов в школу в Насыркорте. Далее его направляют на учебу в Северо-Кавказский педагогический институт. После его окончания в 1937 году Хаутиев Арцхо работал учителем в селении Шалхи пригородного района. В октябре 1941 года Арцхо с братьями добровольно через пригородный райвоенкомат Чечено-Ингушской СССР вступил в ряды советской армии. После прохождения краткосрочной военно-политической подготовки с июля 1941 года при Грозненском военно-пехотном училище Арцхо был направлен в город Краснодар в составе 13-й отдельной стрелковой бригады, впоследствии воевавшей на Южном фронте в составе 56-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ремезова. Будучи политруком роты, в ноябре 1941 года участвовал в боях за освобождение крупного стратегического военного населенного села Новониколаевского на берегу Мертвого Донца. За участие в боях по освобождению стратегического пункта командованием 13-й бригады был представлен государственной награде – ордену Красного Знамени. Чувство патриотизма, оно и не обсуждалось. Чувство патриотизма, оно с рождением было. 3 декабря 1941 года при штурме важного военно-стратегического пункта Санбек близ города Таганрога был тяжело ранен в голову и левую руку. Он оттуда был направлен в госпиталь, который находился в Весетуках. В этом госпитале потом его комиссовали. Пришлось его комиссовать, потому что он не был. Эта история очень примечательна тем, что наш герой, сражаясь на поле боя, встретил своего земляка Тугана Хаджимуховича Мальсагова, основателя Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, ранее носившего имя Музей боевой и трудовой славы. Они оба были политруками. Этот человек для ингушского народа сделал больше, чем любой ингуш, на мой взгляд. Потому что он собрал по крупицам. Я помню, вот перед зданием музея, там была остановка такая, автобусная.
Он даже людей там останавливал и спрашивал у них: у вас воевал кто-нибудь на фронте? Если воевал, хоть фотографии дайте, справку дайте или там что-нибудь такое. Когда началась Великая Отечественная война, прервав успешно начавшуюся партийную карьеру и оставив семью, Туган Хаджимохович Мальсагов, несмотря на то, что ему давали бронь, добровольно ушел на фронт. Он осознавал, что Родина нуждается в таких мужественных, как он, сыновьях. Туган оканчивает курсы при Ростовском военно-политическом училище и отправляется на Южный фронт. В одном из ожесточенных боев осенью 1941 года в поселке Чалтырь Ростовской области, недалеко от города Таганрога, он был тяжело ранен и оказался в военно-полевом госпитале. Первые слова, которые произнес Туган, когда пришел в себя, были: «Смогу ли я воевать?». Но вернуться в строй Туган так и не смог. Ранение было слишком серьезным, и его демобилизовали как инвалида войны. Раны, полученные на войне, давали о себе знать до конца жизни. Он жил с осколками в теле. Раненая рука, которую он не позволял ампутировать, постоянно кровоточила. Ему приходилось ежедневно менять повязки. Вопреки всем трудностям, выпавшим на долю Тугана Хаджимоховича Мальсагова, он не сломился и из боевого строя не вышел. Самоотверженно трудился на многих ответственных постах. Оставил после себя бесценную святыню – хранилище истории и культуры народа. В создании этого музея, я помню, и сам участвовал. Помогали мы Тугану Хаджимоховичу по крупицам собирать материалы об ингушах, которые участвовали в Отечественной войне. Не только Отечественной войне. Десятки тысяч запросов он сделал сам один. Этот человек... Просто сейчас мы речь ведем об отце моем, но не упомянуть любого участника Отечественной войны без имени Тугана Мальсагова это очень трудно. Я помню эти личные дела, которые он заводил. Одна маленькая какая-то справка, что он был призван на военную службу. Это уже он открывал дело. И потом по этому делу продолжал работать, пока она не опухала вот этими документами. Так судьба свела двух талантливых людей, которые поддерживали связь друг с другом на протяжении всего времени. После пребывания в военном госпитале Арцхо Хаутиев был направлен на военно-лечебную комиссию при гарнизоне, признавшую его ограниченно годным с использованием в тылу. Управление кадров Политуправления Северо-Кавказского округа распорядилось от 29 апреля 1942 года откомандировать его в распоряжение военкомата Чечено-Ингушской СССР для зачисления в запас, применив к нему приказ номер 29 от 4 апреля 1942 года Верховного Главнокомандования военных сил СССР. Будучи уволенным в запас, Арцхо Албастович занимался мобилизацией солдат на фронт, помогая военным комиссариатам на местах обучать новобранцев в силу возможного. В феврале 1944 года был выселен в Северный Казахстан. Несмотря на все тяготы и невзгоды, он всегда был на руководящих должностях, где бы ни находился. Находил общий язык с каждым. После возвращения в 1946 году наш герой работал на благо своей родине. Великая Отечественная война. Воспоминания об этом страшном событии каждый раз наводят печаль и грусть, ужас и оцепенение. И все равно не понять нам, людям, знающим, что такое война только понаслышке, всю трагедию этого события. Не вернуть тех миллионов людей, погибших в бою. Не восполнить чувств утраты и отчаяния матерей, потерявших своих молодых сыновей на фронте. И все, что нам остается, это помнить. Помнить имена, которые отдали жизни и здоровье ради нашего светлого будущего. Сулейман Хаутиев – внук Арцхо Хаутиева. Мальчик с гордостью рассказывает о своем дедушке. Он знает все о каждом его сражении, о его наградах и ранениях, полученных в боях. Я храню документы и 10 лет. Все документы с 10 лет. И медали у меня остались. 2 медали, 70 лет и 60 лет медали. На мне сейчас ордена моего дедушки. Мой дедушка служил, и я хочу быть военным, как мой дедушка. Дата дня рождения внука Сулеймана совпадает с датой рождения его дедушки Арцхо Албастовича. И он этим очень гордится. Мальчик рассказал нам, что планирует принять участие в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк» в очередной раз и пронести до конца портрет своего дедушки. Когда мне было 9 лет, мне папа сказал: «Хочешь пойти в Бессмертный полк?» Я сказал: «Хочу». И он сказал: «Давай пойдем. Форму тебе сделаю». И он сделал мне, мы пошли и сделали форму. А медали мне дядя дал.
который и документы, что сам будешь хранить, сказали. Медали 70-летие Победы. Вот, и 60 лет СССР сил. Вот его медали, которые оставшие, а другие его пропали.